В Башкирском государственном педагогическом университете имени Мифтахиддина Акмуллы представили просветительскую школу «Наш Акмулла». Презентация проекта состоялась 16 ноября на факультете башкирской филологии. Целью проекта является популяризация идей просветительства и гуманизма среди студенческой молодежи Башкортостана, поддержка начинающих поэтов и прозаиков, сочиняющих на башкирском языке. В этом году мы студентами выиграли грант «Росмолодежь». Это среди образовательных организаций высшего образования. И в рамках вот этого гранта, грант называется «Просветительская школа «Наш Акмулла», мы создали кутубхану. Кутубхана – это литературная кофейня. Такие заведения существовали до революции в нашем городе Уфа. И самое интересное, что вот в таком заведении, которое назывался «Сабах», встретился Маджид Гафури с известным татарским поэтом Габдуллой Тукай. Литературная кофейня «Кутубхана», созданная на факультете башкирской филологии, стала центром просветительской школы. Здесь талантливая молодежь может творить, сочинять произведения, учиться у мастеров пера. В Кутубхане проходят вечера поэзии и мастер-классы для молодых поэтов и писателей. В рамках презентации проекта состоялась встреча студентов ФБФ с современными литераторами. Поэтесса, член Союза писателей Республики Башкортостан Фируза Абдулина, главный редактор журнала «Шункар» Айгиз Баймухаметов, член Союза писателей Республики Башкортостан, журналист радио «Юлдаш» Айбулат Сисанбаев и журналист газеты «Яшилик» Инсаф Хужеберганов пообщались со студентами и дали им ценные советы, касающиеся литературного творчества. В ходе реализации проекта «Просветительская школа «Наш Акмулла» его участники побывали на экскурсиях в местах, связанных с жизнью и творчеством Мифтахиддина Акмуллы. Посетили золотые лекции известных акмулловедов, лауреатов премии Мифтахиддина Акмуллы. По проекту у нас было запланирована запись золотых лекций. Как студент я сказала бы, что это большая возможность познакомиться с творчеством Мифтахиддина Акмуллы углубленно. То есть эти лекции у нас выйдут на широкую публику, и все студенты, другие пользователи сайта смогут обратиться к ним и узнать что-то новое для себя. Очень было много экскурсий, где при посещении музеев мы узнали детали, которые не написаны в книгах, рассказы именно людей, которые живут в этих селах, городах, и это было очень интересно и познавательно. На мероприятии состоялась презентация сборника произведений членов литературного кружка «Тулкын». Это объединение, созданное в 2003 году, является преемником литературного кружка «Тамсылар», работавшего в университете в 80-х годах, представители которого стали известными поэтами и писателями республики. В сборник вошли произведения 19 авторов, студентов факультета башкирской филологии. Также в рамках проекта был проведен республиканский конкурс творческих работ «Тулкын». Основной целью его являлось раскрытие творческого потенциала талантливых обучающихся школ и студентов, вузов и СУЗов, сочиняющих на башкирском языке. В литературном конкурсе приняли участие 58 человек. Несмотря на то, что конкурс был республиканским, организаторы получили работы и из других регионов. Лучшие работы будут опубликованы на страницах молодежного журнала «Шункар». В этом конкурсе я принимаю участие в первый раз, и чему я очень рада. Здесь, получается, я представила свои работы стихотворения. Я очень люблю писать стихотворения с малых лет.